Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели и телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Вета Вишнякова. Наши режиссеры Мария Новгородова, Николай Слепцов-Айдын, а в нашей студии гости, я рада ее представить. Сегодня в нашей студии Анжелика Острилина. Анжелика, здравствуйте. Здравствуйте. Врач-педиатр, инфекционист, заведующая воздушно-капельным отделением детской инфекционной клинической больницы города Якутска. Я рада, что вы сегодня у нас в гостях. Я думаю, что наш эфир будет полезен и интересен тем родителям, у которых есть дети, потому что называется наш сегодняшний эфир «Детское здоровье», о том, как ребенку помочь во время лета сберечь свое здоровье, чтобы лето у него прошло весело, чтобы для болезней, заболеваний не было места и было потом что вспомнить. Давайте уточним, о каком возрасте детском пойдет сегодня речь. Ну, вообще, детский возраст это у нас считается с рождения и до достижения ребенком 18-летия. Мы занимаемся здоровьем именно вот этой возрастной группы. Ну, тогда можно пригласить, наверное, всех родителей, да, потому что, в общем-то, потом родители-то и бабушки, и дедушки, они ими становятся. И наверняка информация будет полезна всем. Надеюсь. На сегодняшний день в вашей инфекционной клинической больнице с какими симптомами лежат пациенты маленькие? Какие заболевания чаще всего встречаются вот в этот сезон? Ну, так как у нас сейчас лето, у нас немножко сместился спектр заболеваемости. Если зимой мы видели у нас увеличение, подъем респираторных заболеваний, таких как грипп, острые вирусные инфекции, пневмонии, также вирусные кишечные инфекции, то летом на первый план у нас выходят кишечные инфекции, конечно же, и небольшой спектр все равно респираторных заболеваний остается. Также поступают к нам детки с воспалением барабанной перепонки, это отиты, с танзелитами, с ОРВИ, с бронхитами, но в большей степени заболеваемость сейчас кишечными инфекциями. Но мне кажется, лето такое опасное время достаточно, потому что есть сквозняки, да, всегда же там жарко, и хочется где-то мороженое, там ребенку хочется съесть, да, потому что сегодня не та погода, да, которая благоволит этому, но тем не менее все-таки лето, это связано с какими-то сладостями, и это все время ребенок на улице проводит, и они часто, дети между собой, бывает, что делятся какими-то, да, там угощениями, и руки не всегда помыты. Да, в первую очередь, конечно, не стоит прямо все спирать на мороженое, это не самый главный враг. Как переохлаждение, это фактор риска того, что ребенок может заболеть. Основная причина это все-таки возбудитель, это бактерия или это вирус. Если у ребенка хороший иммунитет, хорошая сопротивляемость организма, то ни мороженое, ни переохлаждение, ни холодная вода, ни купание в каких-то водоемах, в принципе, ему не страшны. Если он уже сконтактировал, конечно, с каким-то другим ребенком, который болеет какой-либо там инфекцией, тогда да, конечно, он может заболеть. И, естественно, летом это площадки, это грязные руки, это перекусы на улице, это перекусы в парках, да, в тех же, фастфуд и так далее. Да. Пляж и грязный это пляж, песок. да, это вода не кипяченая, это грязными руками мы поиграли, тут же этими грязными руками мы взяли пищу. Это, конечно, как фактор риска заражения той же кишечной инфекции. Вот за этим невозможно, наверное, родителям уследить. То есть ты же не будешь постоянно, да, ходить и контролировать. Если там ребенку уже 5, 6, 7, 8 лет, он все равно будет больше проводить времени со сверстниками, и каждый его шаг невозможно будет, да, проконтролировать маме или папе. А как тогда этот иммунитет укрепить? Или, может быть, есть какая-то профилактика, которая поможет? Ну, смотрите, маленькие дети, они все равно будут гулять под присмотром родителей, да, все равно вы куда-то выезжаете вместе на природу, там на водоем, все равно тут ответственность родителя за тем, чтобы смотреть, да, как ребенок питается, как он принимает пищу, как он принимает водные процедуры. А дети, которые же уже постарше, это, естественно, им нужно как можно более раннем возрасте прививать правила личной гигиены о том, что перед едой обязательно нужно помыть руки или обработать их. Сейчас у нас куча карманных антисептиков, влажные салфетки, да, ну и все вот такое вот, что можно взять с собой на природу. Научить ребенка тому, что обязательно перед приемом пищи нужно помыть руки. Это в первую очередь. Потом тут второй вопрос, что ребенок кушает. Это как
как оно термически обработано, как приготовлено, где приготовлено, в каких условиях, потому что нередкие вспышки и были у нас и фастфуд, да, когда в прошлом году, если не ошибаюсь, когда несколько детей на фудкорте, не буду называть, да, где какой, отравились, там сальмонеллезная инфекция, по-моему, если не ошибаюсь. То есть, конечно, лучше, чтобы это была домашняя пища, приготовленная из качественных продуктов. Вы знаете, как вы их готовите, как вы их храните. Это должно быть соблюдены правила хранения в холодильнике. Не нужно оставлять под прямыми солнечными лучами, тем более там, где есть насекомые, мухи, которые могут, да, разносить инфекцию. И что касаемо иммунитета, то тут такие общие правила. Нету какой-то волшебной таблетки или пилюли, которая бы, как говорится, подняла бы нам иммунитет. Режим. Обязательно режим. Летом нельзя забывать, что дети должны все равно соблюдать режим. У них каникулы, они могут там до поздней ночи смотреть телефон, смотреть телевизор, играть в компьютер. Все равно у ребенка должен быть режим какие-то, вот, ну, по крайней мере, стараться соблюдать. То есть это полноценный сон, полноценное питание, полноценные физические нагрузки, не забываем, да, то есть где-то нужно погулять, побегать ребенку все равно, ну и стараться больше времени проводить на свежем воздухе. Ну и закаливание, прекрасный метод для того, чтобы укрепить иммунитет. Все витамины и какие-то активные, да, вещества ребенок должен получать из пищи. Если... То есть не дополнительные какие-то витамины в виде того, что продают, или БАДы? БАДы у нас, к сожалению, не имеют доказательной базы эффективности, да, поэтому это все строго после сдачи каких-то анализов. Если действительно выявлен дефицит, он должен быть выявлен и подтвержден врачом лабораторными методами и назначен в соответствующих дозировках. То есть самолечением и купить там какие-то БАДы в аптеке я бы не советовала родителям. Ну, тогда нужно достаточно часто сдавать анализы на витамины, потому что может же в этом месяце быть все хорошо, а в следующем может упасть, например, тоже железо или... Ну, как правило, какие-то грубые дефициты, они сопровождаются симптомами. Просто так у вполне совершенно внешне здорового ребенка не будет дефицитов. Искать какие-то дефициты, каждый месяц судорожно сдавать анализы тоже не надо. Если ребенок растет, развивается, у него все хорошо с памятью, хорошо ест, хорошо спит, все нормально, то не нужно беспокоиться. Можно раз в год сдавать там чекап какой-то, да, так называемый, как сейчас модно говорить, чтобы просто контролировать и следить за его здоровьем. Сейчас популярный лагерь детского отдыха, да, вот такое место, где ребенок может провести лето, и если родители отдают его в такой лагерь, какие критерии должны быть обязательно на первом месте для того, чтобы вот выбрать то место, где ребенок проведет лето, либо это дневной будет лагерь, либо, может быть, это даже на какой-то сезон. Ну, я считаю, что обязательно в таких лагерях должен быть медицинский работник, который будет следить, да, за состоянием детей. Все равно это какая-то закрытая группа, это закрытый коллектив, который же между собой контролирует, контактирует. Нужно контролировать их питание, контролировать их здоровье, потому что если в таком коллективе кто-то заболел, его уже нужно изолировать, вывести, да, чтобы не было дальнейшего распространения инфекции. Потом, ну, как правило, в такие лагеря дети попадают после осмотра педиатра, то есть там требуется справка с поликлиники, с сертификатом о прививках и так далее, да, то есть это здоровые, вакцинированные дети, которые после осмотра педиатра и направления уже попадают в лагерь. Вот. Ну, естественно, с собой ребенку дать средства личной гигиены, какие-то указания, да, что моем руки обязательно. Вообще дети на это нормально реагируют в том плане, что они это запоминают, потому что ребенок, у него уже совсем другая психология, и взрослые это не всегда помнят, да, а дети, когда они играют, когда они там что-то новое узнают, они, наверное, ну, не сразу вспоминают о том, что или что-то попробовать хотят, что нужно помыть руки. Ну, это сила привычки. Все равно же дети смотрят на своих родителях. Если вы дома все это делаете, то я думаю, что у ребенка уже как на каком-то подсознательном уровне, что обязательно перед едой надо помыть руки. Ну, допустим, у нас так дома ребенок, ну, и не буду врать, но, наверное, лет с 5 у него уже это было вот, что обязательно нужно помыть руки перед едой, это как почистить зубы. Ну, то есть вы своим примером должны показывать ребенку уже дома, да, что обязательно нужно делать.
Анжелика Олеговна, с какими вопросами к педиатру обычно обращаются? Насколько я знаю, это прививки, да? Это то, как ребенка адаптировать, если выезжают, например, на отдых в другой регион родители. Что еще? На солнце сколько нужно проводить времени ребенку? Ну вот если мы говорим о летнем времени года. Ну, что касаемо прививок, то я бы, конечно, настоятельно рекомендовала все, что есть в нашем календаре, в национальном календаре вакцинации, и даже сверх прививать ребенка в соответствии с возрастом и календарем, потому что самая эффективная профилактика от существующих, да, инфекций — это вакцинация. Там очень много же прививок. Там очень много, да. Тем самым мы же победили такие опасные заболевания, как полиомиелит, как дифтерия, от которых дети в свое время погибали. Сейчас у нас, слава богу, да, этих инфекций мы не видим. Это страшные заболевания, поэтому родители немножко есть у нас, да, такое направление антиваксеров, да, которые очень часто. Я очень много встречаю людей, которые просто наотрез отказываются от всех прививок. Ну, потому что этих инфекций нету, мы их не видим, поэтому у нас нет настороженности, мы не боимся. А в свое время, когда, извините, дети умирали, когда это было очень страшно, тогда и не спрашивали, тогда всех вакцинировали, как-то народ был более такой вот, послушный, скажем так, да. А сейчас у нас появляются и новые прививки, допустим, от ветряной оспы, от ротавируса уже она не сказать, что новая, но она уже введена. От ротавируса тоже есть прививка? От ротавируса, да, она в национальном календаре, детей прививают. Ну, это, мне кажется, точно надо всем детям, потому что они же все болеют, да, и по нескольку раз. Да, это инфекция, от которой нет иммунитета после того, как ты переболел. Ты можешь неоднократно потом еще раз болеть. И она же очень быстро передается, да? Да, передается очень быстро. Инкубационный период короткий, симптомы могут быть довольно-таки страшные, у детей может быть обезвоживание, но, к сожалению... А какие симптомы? Давайте назовем. При ротавирусной инфекции у ребенка может начаться рвота. Рвота может быть неукротимая, неоднократная, то есть прям ребенок после каждого приема пищи, то есть что-нибудь в него заливаешь, водичку там или молоко, у него все выходит наружу. Также может подсоединиться жидкий стул, обильный, водянистый, многократный тоже. Это прям сразу такие симптомы идут, или это уже запущенная форма? Нет, он может развиваться как постепенно, а может все одномоментно. Также может быть высокая температура. И ребенок отказывается от еды. Он становится вялым, неподвижным, не играет, больше спит, кожа у него такая прям сухая. Вот очень быстро маленькие детки, они декомпенсируются. И то есть не может организм сам себя поддержать, когда идут такие большие потери. Это потери жидкости, это падение давления, это мы теряем электролиты, которые нам нужны для работы клеток нашего внутреннего организма. Поэтому ребенка нужно выпаивать. Обязательно нужно, если ребенок, особенно дети до года, это сразу обращаться за медицинской помощью. Это либо вызов скорой, либо вызов своего участкового педиатра. И сразу, наверное, ложиться в ваш стационар. Тут должен оценить врач или медик, да, фельдшер должен оценить, если ребенок, в принципе, может пить, если он усваивает эту жидкость, если он не отказывается от питья, то тогда, в принципе, это все может благополучно дома пройти, да. А еще высыпания же какие-то есть, да, в полости рта? Высыпание в полости рта, это тоже есть вирус такой, называется энтеровирус. Это не ротавирус? Это не ротавирус, но он тоже может вызвать похожие симптомы. Там появляется высыпание, да, на горлышке, как так называемая герпангина, тоже может сопровождаться жидким стулом, как правило, высокой температурой и высыпание на коже. Очень часто, когда мы смотрим такого малыша, мы просим маме: покажите ручки и ножки, и мы видим такие плотненькие на ручках и ножках. Это даже есть такое название болезни: рука, горло, рука, рот. Ладони. Ладони, да. И мы сразу понимаем, что это энтеровирусная инфекция. Летом тоже очень актуально, тоже идет подъем заболеваемости этой инфекции, особенно, да, кто в водоемах каких-то купался там, да. В общем, такой вот путь передачи основной воздушно-капельный. А профилактики нет никакой, чтобы, допустим, летом ребенок пропил какой-нибудь препарат, чтобы он, даже если будет контактировать, не заразился? Нет, к сожалению, нет. Вот только кроме прививки, да, если сделали прививку от ротавируса. Прививка от ротавируса. А вот второе заболевание От энтеровируса, к сожалению, нет. Нету у нас, потому что энтеровирусов их множество, их больше 100 серотипов, поэтому там нету вакцины
ну, я не знаю, может быть, если будет какая-то, да, разрабатываемая, то это будет, конечно, хорошо. А еще какие прививки обязательно ставить, вот кроме тех, которые вы назвали? Ну, вообще с рождения первая прививка, которую получает ребенок при рождении, это от гепатита Б. А потом в роддоме на 3-е сутки ставят БЦЖ. Ну и также... Но это не на всю жизнь эта прививка или на всю жизнь? Там есть график ревакцинации, то есть первая вакцинация, вторая. И тогда уже на третья, всю жизнь? далее. Да, там очень хорошие показывают по исследованиям, ну, вот, защитные свойства этих вакцин. Тут вакцина, это же не значит, если мы привились, то вот 100% не заболеем. К сожалению, ни одна вакцина, да, извините, ни одна вакцина не дает 100% гарантии, что вы не заболеете. Но когда вы вакцинированы, у вас меньше риск заболеть, во-первых. Во-вторых, наверняка уже не будет каких-то осложнений. То есть вы можете перенести в какой-то легкой форме. Раньше же не было от гепатита, да, вот столько прививок. Это вот недавно, наверное. От гепатита, вот если не ошибаюсь, от гепатита Б около 30 лет назад появилась вакцинация. Да, ну, так давно? Так. Да. Это прям маленьким детям ставят? Да, маленьким детям первые сутки. А вот сейчас еще от клещей, да, прививку? Очень актуально, да. Необходимо тоже? Да, потому что наша республика, она входит, да, в эндемичные зоны. Даже, по-моему, когда-то у нас и в городе было. То есть летом мы идем, гуляем в лесу. И в вот если в парк пойдешь, например, ты там тоже в зоне риска находишься? Ну, насколько я знаю, в нашем городском парке не было зарегистрировано. Потому что лишний раз тоже же как-то, ну, не хочется же вот делать. Даже взрослым не хочется. А родители прям бывает, да, что настроены категорично нет. Бывает. Ну, для этого педиатры мы должны проводить просветительскую работу о том, насколько это важно, о том, насколько это актуально, о том, какие риски, о том, что может быть, если мы не сделаем прививку. Поэтому у нас есть районы республики, которые эндемичные, да, по клещевому энцефалиту. Вот я бы, ну, точно сейчас не могу сказать, да, какие именно районы, но я бы рекомендовала, конечно, делать вакцинацию, особенно тем, кто живет в зонах именно вот лесных рядом, да, имеют. Но если, например, делать прививку, то нужно было ее делать, думать об этом в мае месяце. Ну, весной, да. Да, а если это уже лето, то стоит ли тогда? Потому что там же сколько тоже? 3 этапа? Там, если я не ошибаюсь, все равно проводят вакцинацию летом тоже, потому что все равно люди же и осенью пойдут по ягоды и по грибы. Можно летом. Да. А если родители вместе со своим ребенком выезжают вообще в другую страну, какие-то прививки тоже необходимы? Ну, дополнительные? Насколько я знаю, основные наши туристические направления, да, там нет каких-то вот таких вот супер страшных таких инфекций, от которых бы существовали дополнительные вакцины. Есть люди, которые выезжают там в какие-то страны по работе, там, да, там им, допустим, тогда они дополнительно ставят прививки, зная, что там есть риск заразиться какой-то инфекцией. А наши основные туристические направления, там циркулируют такие же вирусы, в принципе, как и у нас. Но за исключением, допустим, Юго-Восточная Азия, там есть вот лихорадка западного Нила, денgue, да, которые передаются через укусы комаров. К сожалению, от них не бывает вакцинации, но все равно родители должны знать, что есть риск, допустим, если вы выезжаете в Юго-Восточную Азию, такие страны, как Таиланд, Вьетнам, да, там, если есть комары, которые, если вы куда-то поехали там на экскурсию, да, в какие-то джунгли, есть насекомые, они могут быть переносчиками. Мы можем профилактировать использование репеллентов. Одевать закрытую одежду, использовать репелленты, чтобы исключить вообще укусы просто, и тогда не будет заражения. Вот. Спасибо. У нас остается минута до конца нашего эфира. Может быть, я что-то упустила за время нашей беседы. Может быть, у вас есть еще что сказать для наших слушателей и зрителей, для родителей, для тех, кто был уже в вашем стационаре, являлся вашим пациентом? Ну, хотелось бы пожелать, конечно, всем родителям и их детям не болеть. Летом болеть особо неприятно, да. Крепкого здоровья. Пожалуйста, обращайте внимание на своих детей, на их здоровье. Не игнорируйте вакцинацию, не игнорируйте простые методы и правила личной гигиены. Это все в целом сказывается на здоровье детей. Следите за их питанием. Пусть ваши дети побольше гуляют, проводят время на свежем воздухе, занимаются физической активностью, спортом, ну и всего-всего самого наилучшего. Надеюсь, что
как можно меньше детей будут попадать к нам в стационар уже с какими-то осложнениями. Ну, а если, не дай бог, кто-то попадет, то, конечно, мы сделаем все, что от нас зависит, для того, чтобы заболевание протекало как можно меньше, реже, и детки поскорее выздоравливали. Спасибо вам большое. Я надеюсь, наш эфир был полезен. Оставайтесь, скоро вернемся. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире продолжаем. В нашей студии гости, я рада их представить. Это Мария Чемпина, куратор временного приюта для женщин с детьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Мария, здравствуйте. Здравствуйте, Светлана. Рада вас видеть. Я тоже очень рада. Также сегодня в нашей студии Виктория Тарасова, начальник отдела адресной работы с населением, Управления социальной защиты населения и труда города Якутска при Министерстве труда и социального развития Республики Саха-Якутия. Здравствуйте. Здравствуйте, Виктория. Рада с вами познакомиться. Какое у вас длинное название вашего отдела. Но, возможно, сегодня вы более коротко сформулируете основную занятость вашего отдела и, конечно же, то, почему вы сотрудничаете. Мы это объясним нашим слушателям и зрителям. Но начать я хочу наш эфир с того, что он в очередной раз для того, чтобы напомнить нашим жителям нашего города, что есть такой временный приют в Якутске, куда может обратиться женщина с детьми, если она попала в какую-то трудную жизненную ситуацию, если это сложная ситуация в семье, если это какая-то трагедия, пожар, произошел. Есть такое место, где можно переждать этот трудный период. Причем место прекрасно выглядит, ваш приют. Я когда увидела фотографии, думаю, боже мой, так все красиво, такой ремонт, мебель хорошая, и столько внимания для тех, кто туда приходит, и для женщин, и для детей. Есть возможность отвлечься, и есть возможность за это время получить хорошую профессиональную помощь. Мария, несколько слов еще скажите про ваш приют. Добрый день. Наш приют находится в центре города. Адрес мы не сообщаем в целях безопасности наших мамочек. И к нам обращаются мамочки с несовершеннолетними детьми, пострадавшие от домашнего насилия, кто оказался без средств к существованию, Или вот еще иногородние, женщины, которые приезжают, и им некуда пойти, например, там не встретили или адрес оказался не тот. Да, такое возможно. И к нам мы принимаем женщин обязательно со снимком ФЛГ, или если его нет, то они сразу идут, снимают флюорографию. Это тоже как бы в целях безопасности других постояльцев. Мы оказываем комплексную помощь юриста, психолога обязательно. Есть администраторы, которые занимаются с детьми, занимаются развитием, детско-родительские отношения, улучшение детско-родительских отношений. И я как социальный работник тоже помогаю выяснять ситуацию подробнее женщин, например, финансовую помощь, то есть состояние финансового положения. И мы им предлагаем разные виды социального контракта, и которая больше подходит ей, и она выбирает, и мы тесно работаем с социальной защитой, и в основном с Викторией Константиновной, мы с ними, мы им оформляем, помогаем оформить соцконтракт. Сразу напрямую к нам выходят, передают нам мамочек своих, мы сразу с ними работаем тоже напрямую, чтобы мамочек сильно не тревожить. Мария нам передает списки, мы начинаем с ними тоже работать. И вообще государственная социальная поддержка на основании социального контракта у нас выдается малоимущим семьям, также одиноко проживающим гражданам, по фактическому месту проживания, неважно, где у вас прописка. Также как проживают, если в приюте, мы делаем тоже социальную помощь по этому адресу, получается, как проживающие, находящиеся в трудной жизненной ситуации мамочки с детьми.
и предлагаем им несколько мероприятий по социальному контракту. А расскажите на каком-нибудь примере, как это происходит. Вот, допустим, женщина в ваш приют, да, заселилась. Ну, может быть, у нее дома какая-то ситуация, да, что она не может находиться с ребенком. Например, пьющий муж, который может ее избить и может покалечить ребенка. И, конечно, лучше переместиться, самое первое, да, это в то место, где ты будешь в безопасности. Ваш приют. Дальше что происходит, когда подключается уже служба социальная? Ну, мы выясняем ее финансовое состояние, то есть финансовое положение семьи. Если долги, да, бывают женщины очень сильно закредитованы, оформлены ли пособия все, да, получала ли раньше она помощь вот по социальному контракту. Если она не получала, то мы уже выходим на соцзащиту. То есть пьющий муж — это не единственная проблема, к вам с таким прям букетом проблем женщины Конечно, поступает? да, закредитованы. Есть женщины, которые очень много имеют задолженности по микрозаймам, счета арестованы. Вот финансовую грамотность мы тоже проводим. Как копить, как погашать. Вот. И как потом происходит регулирование ситуации? Вот с помощью социальной С помощью соцзащиты, да? Мы готовим справку о том, что она на самом деле проживает у нас в приюте, и через госуслуги подаем заявление на соцконтракт. И уже отправляю я вот справку вместе с заявлением в соцзащиту, и уже вот социальная защита, как отдел Виктории, уже начинает рассчитывать, тоже рассматривать жизненную ситуацию этой семьи. Тем более, если мама многодетная, с несовершеннолетними детьми, мы начинаем ее рассчитывать, тоже материальное состояние смотрим. У нас потому что очень важный критерий — это малоимущая семья и находящаяся в трудной жизненной ситуации. Поэтому потом, исходя из этого, если мамочки хотят, например, нетрудоустроенные мамочки хотят выйти на работу, повысить свое материальное состояние, у нас есть такой социальный пакет, как поиск работы. Мы в этом мероприятии проводим поиск работы подходящей, да, для женщины, чтобы ей было удобно и с детьми, и и сама может выйти на работу. И также в этот социальный контракт входит обучение. До 30 тысяч мы можем оплатить им обучение в любой лицензированной организации по любому направлению. И также они, когда проходят обучение, получают стипендию, помимо того, что мы еще оплачиваем обучение за счет социального контракта. И также, когда они трудоустраиваются по трудовому договору официально, да, мы помимо зарплаты, которую она получает на работе, да, мы выплачиваем еще материальную помощь. Тогда к вам может обратиться любая женщина, которая у которой такие проблемы, или именно только которая попала в приют? У нас любые семьи могут обратиться, но главный критерий — это малоимущая семья и семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации. Также сейчас у нас идет очень большая поддержка многодетных семей и семей участников, членов СВО. Ну да, женщина же может не попасть в ваш приют, но быть в трудной жизненной ситуации. Например, одна воспитывает детей и кое-как сводить концы с концами, конечно, да? Тогда может обратиться и получить такую же поддержку. Да, у нас и помимо поиска работы есть мероприятия такие, как на открытие своего личного дела, то есть индивидуальной предпринимательской деятельности. Они готовят бизнес-план, и там максимальная сумма до 500 тысяч. До 500 тысяч, и также есть направление по личному подсобному хозяйству. А кто пользуется вот такими льготами? Что более популярно среди таких семей в нашем городе? Направление, да, имеете в виду? Ну вот хотят создать свое дело или просто хотят вот эти 30 тысяч, чтобы обучиться. Какие больше идут запросы? На что? Ну, сейчас, конечно, у нас мамочки в декрете, которые, да, они очень хотят открыть свое дело, чтобы и с детьми успевать сидеть, и развивать свой бизнес. А им потом отчитаться нужно обязательно будет? Это все под отчет, все они нам должны предоставить все чеки по оборудованию, которое они приобрели. Должны также зарегистрироваться как самозанятые или ИП, индивидуальные предприниматели, и также все выполнить программу мероприятий, которые мы укажем в социальном контракте, с которым будем заключать с ними. Значит, вот это самое первое, да, если первый запрос, если так вот
Ну учитывать, да, что у нас хотят... очень много заявлений. Ну, это же здорово, то, что у людей есть такое желание, да, то, что они там не упали в депрессию, да, от своих проблем, а наоборот хотят вот так вот сделать такой, не то что шаг, да, а целый путь пройти вперед. Да. И насколько у них это получается? У нас очень есть много примеров, мы с ними связь до сих пор поддерживаем, с нашими семьями, да, очень много таких проектов, которые очень хорошо идут, прям очень, как сказать, да, очень успешные, которые имеют свой доход уже постоянный, даже некоторые даже большой уже очень доход имеют, они уже вышли из числа малоимущих семей, потому что у нас вообще государственная социальная поддержка на основании социального контракта предполагает то, чтобы люди вышли из трудной жизненной ситуации и из числа малоимущих семей. У нас очень много примеров, да. Они становятся предпринимателями. Да. А какая сфера вот идет хорошо? Очень много сфер. Если человек желает, он может в любой сфере развиваться. А так у нас, конечно, все на национальный колорит. У нас очень много мастеров якутских ножей. У нас очень много столярных мастерских, швей, очень много мамочек, которые очень красивые платья национальные шьют. Вообще и детские, холодай, да, вот сейчас, холодай, да. Вот как раз перед ИСЭХом очень будет актуально. Все они очень успешно свой бизнес проводят. Хотя, казалось бы, столько выбора, да, и конкуренции много, да, но тем не менее... У нас очень индивидуальные мамочки, у них у всех какие-то свои фишки есть, так скажем, да, чтобы как-то у них все равно индивидуальные заказы есть, которые не повторяются. А это больше идет как семейный бизнес у них, или они вот просто сами, или детей тоже как-то подключают, может быть, мужей, если... Да, у некоторых прям есть столярная мастерская семейная, да. В этом году они уже открывают лагерь для других детей, чтобы столярному делу показать, как они работают. Надо же, как интересно. Мария, еще у вас есть информация о вашем приюте, и, наверное, можно еще напомнить, что вашему приюту можно помочь тем людям, кто неравнодушен к судьбе таких женщин, да, кто оказался в трудной жизненной ситуации в вашем приюте. Можно их поддержать. У нас есть фотография, да, еще QR-кода. Да, QR-кода. Ну, через QR-код, отсканировав, можно сделать пожертвование, перевод на поддержку нашего приюта. И, пользуясь случаем, да, хотела поблагодарить всех, кто регулярно нам помогает, и особенно Горохову Анну Егоровну, которая нам ежемесячно перечисляет, пусть даже небольшие суммы, но как бы она у нас постоянный жертвователь. И мы будем благодарны, если будут приносить, нам, да, нашему приюту помогут продуктовым питанием. Приюту всегда нужны продукты. Наши гранты вообще они не нацелены на то, чтобы обеспечивать продуктами. И наших постояльцев мы им помогаем из пожертвованных продуктов. Мясо, овощи, фрукты. Сейчас самое такое сезонное, да, время. Вот. А на сегодняшний день сколько человек в вашем приюте, какой это возраст женщин, какой возраст их детей? И вот если попадает женщина, она же, у нее, допустим, дома случилась, да, какая-то ситуация, но она же продолжает в это время работать. Да, да, они продолжают работать. У нас сейчас 3 семьи, пока 3 семьи, и еще будет заселение. Одна мама, пострадавшая от домашнего насилия, 2 детей, совсем маленькие. И еще 2 мамочки по одному ребенку. Все совсем маленькие. А сколько человек может вместить ваш приют? Одновременно 15 человек. С учетом детей, с учетом мамы детей, да, 15 койко-мест. Но это будет очень тесно, но ничего не можем поделать. Помещение такое маленькое у нас, но уютно, удобно, чисто. Но это же хорошая новость, да, что всего только 3 семьи на сегодня, что значит, у остальных более-менее дела. Обращений очень много. А много? Много почему обращений. Не берете? Кто-то, это не то, что мы не берем, это кто-то сам отказывается, находит, да, через знакомых, родственников, где-то сам останавливается, кто-то поддерживает, кто-то снимает на
неопределенное время. Вот. Просто импульс такой был, обратились, потом нашли другой вариант уже. Да. Обращаться к вам можно по телефону, да? По телефону можно обратиться. Можно написать в WhatsApp. Можно написать в WhatsApp, можно позвонить. Диктуй. Можете, да, Да, конечно, 8 924 898 39 17. По этому номеру можно дозвониться, написать в WhatsApp, ответят администраторы. Ну и, конечно, при соблюдении, да, определенных условий, что вот вы говорите, женщина и дети должны быть здоровы, хотя, ну, тоже, да, дети же болеют часто маленькие, тоже не всегда это можно. Да. Не знаешь, когда случится с тобой какая-то ситуация непредвиденная. И сколько времени может находиться одна семья в вашем приюте, потому что он ведь временный, не постоянный? Он временный, да. Хорошо, что спросили. Срок проживания сначала, да, когда вот женщина обращается, мы оговариваем, сначала подписываем безвозмездное проживание на 1 месяц. Ну, некоторые женщины, конечно, быстрее решают, но сначала на 1 месяц, и потом с учетом вот ситуации, да, насколько она тяжелая, все индивидуально, и вот мы можем продлить проживание. Но есть такие ситуации, когда женщина в ваш приют приходит, и ей просто потом некуда выйти, и ей необходимо уже в вашем приюте, находясь, да, позаботиться о том, чтобы найти работу, такую, которая поможет ей потом снимать квартиру. Да. А есть те женщины, которые просто хотят переждать вот эту вот сложную ситуацию у них в семье и снова вернуться. Есть, конечно, такие ситуации, которые вот когда заселяются и обратно возвращаются к обидчикам, например, да, не дай бог, конечно. Есть, которые вот, проживая у нас, мы помогаем трудоустроиться, вот, оформить соцконтракт. В основном у нас женщины выбирают на выход из трудной жизненной ситуации. Программа называется «Навигатор». Да? Ну, не только навигатор, там вообще направление называется на преодоление трудной жизненной ситуации, социальный контракт, и туда уже входит несколько пакетов. Там уже тоже от ситуации зависит, поэтому социальный пакет всегда индивидуально рассматривается. Ну, как логически, она потом должна будет развестись, если муж ее вот... Не обязательно. Не обязательно? Ну, это сама женщина решает, будет разводиться она или не будет. Мы просто им помогаем. Но она, например, пересидит, потом вернется обратно к мужу, это снова же до следующего раза получится. Человек же будет так же себя вести. Человек сам выбирает, что делать со своей жизнью, куда идти, куда направление держать. Поэтому мы никогда не настаиваем. Мы в основном помогаем только вот решать, чего хочет сама женщина. И мы от этого отталкиваемся. Вообще, конечно, женщина, ну, получается, что в ситуации, когда у нее маленькие дети, да, и, конечно, она это время не может работать там полноценно, да, конечно, она уязвима и где-то беспомощна. И если в своей семье она не может быть в безопасности, то, конечно же, ваш приют — это для нее просто вот этот вот островок спасения. Поэтому спасибо вам большое, что есть такое место в нашем Якутске, но, к сожалению, что оно вот, ну, настолько сильно востребовано. У нас остается вот буквально секунды до конца эфира. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы нашли время, пришли сегодня и рассказали ту информацию, которую, ну, наверняка ждут слушатели и зрители, кто-то из них. Спасибо вам. Да, пусть ваше сотрудничество продолжается, и больше женщин найдут помощь в вашем лице. И, ну, конечно, пусть у всех все будет хорошо, все наладится. Дорогие друзья, спасибо вам большое за ваше внимание. И всем хорошего вечера.